Мавлюда Хилял, родившаяся 1 июля 1986 года в Кульдже, прибыла в Турцию в 2006 году для обучения в университете. Окончив курсы турецкого языка, девушка поступила на факультет английского языка и литературы педагогического отделения университета города Самсун, но была вынуждена оставить учебу по непредвиденным обстоятельствам. Через 18 месяцев Мавлюда прибыла в Стамбул и поступила на отделение делового администрирования в профессионально-технический институт при Стамбульском университете. Окончив обучение в 2012 году, девушка получила турецкое гражданство. Вернувшись в Восточный Туркестан, Мавлюда Хилял с одной стороны ухаживала за своей больной матерью, а с другой занималась частным репетиторством по турецкому и английскому языку. Через некоторое время Мавлюда вышла замуж, но в 2017 году ее, как и многих других уйгуров, заключили в концлагерь. Через 2 года девушку освободили. 12 июня 2019 года ее приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в попытке разделить государство. В это время у нее рождается дочь Айша. Ей пришлось развестись с мужем, а за дочерью начала заботиться ее мать. Несмотря на отчаяние и тяжесть ситуации, сестра Мавлюды Мадина Назым, проживающая в Турции, пытается добиться ее освобождения. Девушка обратилась к турецким властям с просьбой помочь освободить и вернуть в Турцию Мавлюду, ее дочь и мать. В качестве ответа на действия Пекина, который отменил особый статус Гонконга, приняв новый закон о национальной безопасности, Соединенные Штаты планируют депортировать китайских студентов и исследователей, имеющих связь с военными школами в Китае. Американская пресса пишет, что если Пекин примет ответные меры, то количество китайских студентов, которые будут депортированы, может увеличиться. По данным New York Times, решение о депортации и отказе в продлении виз коснется более 3000 китайских студентов и специалистов. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о саммите лидеров G7, который запланирован на следующий месяц. Предложив провести саммит в Вашингтоне лицом к лицу, Трамп сделал следующее заявление: «Я откладываю саммит до сентября. Мы хотим, чтобы Россия, Индия, Южная Корея и Австралия были добавлены в группу. Я считаю, что Большая Семерка оценивает события, происходящие в мире, некорректно. По-моему, срок действия группы давно истек». В состав Большой Семерки входит Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Англия и США. Ограничения и карантин, введенные в связи с коронавирусом нового типа, поразили экономику Италии и Франции. По последним данным, поступившим из Рима и Парижа, экономика обеих стран сократилась более чем на 5%. Статистическое агентство Италии Истат объявило, что валовой внутренний продукт страны сократился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В первом квартале этого года экономика Франции сократилась на 5,3%. Протесты против расизма и насилия со стороны полиции пересекли границы США. Демонстрации в поддержку американцев прошли в Берлине и Лондоне. Гнев американцев, протестующих против убийства Джорджа Флойда, не утихает. В субботу вечером в Берлине собралось более 2000 человек, которые провели марш протеста против расизма и полицейского насилия. В воскресенье в столице Англии собрались тысячи граждан и выразили свою поддержку американским демонстрантам.